Добрый вечер. В эфире «Булгунь». Я Роман Спиридонов, и мы продолжаем обсуждать самые актуальные новости этого дня и этой недели. У нас работают прямые телефоны, по которым вы можете позвонить нам в студию, задать ваш вопрос нашим гостям, высказать свое мнение. Эти телефоны вы сейчас увидите на ваших экранах. Это и прямые телефоны мобильные, и нам можно звонить по Вайберу и по Скайпу. Начнем мы с такой новости. В оккупационном армянском городском суде допросили двух свидетелей обвинения по делу Мустафы Джемилева, которого в оккупированном Крыму судят заочно. Там допросили сотрудницу пограничной службы московского аэропорта Шереметьево и еще одного сотрудника российской погранслужбы. Оккупанты судят лидера крымско-татарского народа по 3 статьям Российского уголовного кодекса: пересечение границы России иностранным гражданином, въезд которому в Россию не разрешен. Речь идет о попытках Мустафы Джемилева в мае 2014 года въехать в Крым с территории Херсонской области, фактически не нарушая никакого законодательства, даже российского по тому времени, потому что в 2014 году даже россияне не устанавливали там никаких границ. Его также судят за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия, которые повлекли тяжкие последствия, незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Тут идет речь о трагическом случае, который произошел еще до оккупации, когда сын Мустафы Джемилева Хайсер из карабина, который принадлежал Мустафе Джемилева, попал в работника, который работал в саду, и тот погиб. Дело в том, что Хайсер Джемилев понес наказание по украинским законам, и дело было уже закрыто, но оккупанты решили его возобновить, используя свое законодательство, которое противоречит нормам правовым. То есть, если учитывать, что оно не имеет обратной силы, то они как раз-таки судят за дела, которые уже были, по которым были решения, которые не были в юрисдикции Российской Федерации. Если же говорить о событиях, которые были в мае 2014 года, когда Мустафа Джемилев пытался попасть домой, то тут все международные организации правозащитные, все международное право на стороне Мустафы Джемилева, поскольку, как я уже говорил, никаких границ на тот момент не было. Их как бы и сейчас нет по украинскому законодательству. И как оккупанты, и как неоднократно подтверждали свидетели, которых приводило в суд обвинение, они не видели в действиях Мустафы Джемилева никакого нарушения закона, даже попыток нарушить общественный порядок, прорвать так называемую границу. Свидетели не видели никаких обозначающих границу знаков. И вот сейчас с нами на связи Николай Полозов, который представляет интересы Мустафы Джемилева в оккупационном суде. И мы сейчас узнаем подробности того, что произошло на сегодняшнем заседании. Добрый вечер, Николай. Да, добрый вечер. Для чего допрашивали пограничника российского и сотрудницу погранслужбы московского аэропорта Шереметьево? Ну, в настоящее время судебный процесс находится на стадии представления доказательств стороной обвинения. Свидетели, которых сегодня допрашивали в режиме видеоконференц-связи, являются свидетелями обвинения. И, соответственно, в данном случае обвинение представляло свои доказательства в виде допроса указанных лиц. И что они показали? Ну, что касается первого свидетеля, это сотрудница пограничной службы, которая работала в аэропорту Шереметьево. В ходе допроса непосредственно в судебном заседании она мало что могла показать. Она пояснила, что 4 года назад уволилась на пенсию, ничего не помнит, не помнит, кто такой Мустафа Джемилев, было ли само событие, связанное с ним. И прокурор в этой связи была вынуждена заявить ходатайство об оглашении ранее данных в ходе предварительного следствия показаний этой свидетельницы, хотя законных оснований к оглашению
этих показаний не было, суд удовлетворил ходатайство прокурора, и показания были оглашены. Из этих показаний следует, что 2 мая 2014 года Мустафа Джемилев прибыл из Киева рейсом в Шереметьево для того, чтобы дальше вылететь в Симферополь. Однако в пограничной зоне ему эта сотрудница сообщила о том, что Мустафе Джемилеву не разрешен въезд на территорию Российской Федерации по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 27 Федерального закона о порядке въезда и выезда из Российской Федерации, то есть на основании того, что он якобы представляет угрозу безопасности Российской Федерации. При этом никаких документов Мустафе Джемилеву не демонстрировалось, никаких подписей с него не отбиралось, и фактически порядок, которым происходило уведомление лиц, был принят постановлением правительства Российской Федерации только спустя год. На тот момент порядка не было, действовала прямая норма Конституции, которая гласит, что если в отношении какого-либо лица вынесено государственным органам власти решение, затрагивающее права и свободы, это лицо вправе ознакомиться с указанным документом. Ничего этого предоставлено ему не было, и фактически это свидетель подтвердило, что надлежащим образом Мустафа Джемилев не был уведомлен о том, что ему не разрешен въезд на территорию Российской Федерации. Что касается второго свидетеля, то это свидетель Робертус, тоже пограничник. Он допрашивался также по видеосвязи из Калининграда. Он показал, что в конце весны, начале лета 2014 года, точную дату он затруднился сообщить, он находился в командировке недалеко от города Армянск вместе с другими пограничниками на неком контрольно-пропускном пункте, на котором они должны были обеспечивать прохождение граждан через государственную границу. При том, что на тот момент, опять-таки, в законодательном поле никакого пункта пропуска не существовало, его постановлением правительства организовали только спустя 1,5 года после этих событий, а пограничный режим на данной территории был введен спустя полгода в конце 2014 года. Он показал, что в тот день пришла большая группа людей со стороны города Армянск, не менее 1000 человек, они прошли за территорию КПП в сторону Херсонской области, потом вернулись обратно. Было принято решение вывести всех пограничников с этого контрольно-пропускного пункта. Через какое-то время туда приехал черный внедорожник, из которого вышел человек, похожий на Мустафу Джемилева. Никаких попыток выйти за пределы контрольно-пропускного пункта он не предпринимал. И, что любопытно, свидетель не смог подтвердить, что в данной местности были какие-либо обозначения, свидетельствующие о том, что проходит государственная граница. Хотя в федеральном законе содержится отдельной статьей четкое требование, что пограничные знаки должны быть ясными и видимыми. Сам пограничник сказал, что никаких знаков там не было. Таким образом, можно сделать вывод, что неограниченное число лиц не могло определить, где именно проходит государственная граница. Сам пограничник затруднился сказать, где проходила граница, никак это обозначено не было. Вот. Таким образом, было допрошено 2 свидетелей. Третий свидетель, который был запланирован на это судебное заседание, в суд не явился, и, по всей видимости, его допрос, может быть, состоится завтра, поскольку суд отложил судебное заседание на пятницу, 13 ноября. Как вы оцениваете такие показания? Ну, я оцениваю эти показания, во-первых, что данные свидетели говорили честно, то есть они не придумывали и не каким-то образом не пытались усилить вину, которая инкриминируется Мустафе Джемилеву. На текущий момент из всех допрошенных свидетелей обвинения ни один свидетель не подтвердил позицию обвинения в отношении Мустафы Джемилева ни по одному из пунктов, ни по пересечению границы, ни по небрежному хранению оружия, ни по незаконному хранению боеприпасов. Как при таких обстоятельствах суд будет выносить обвинительный приговор, на который, безусловно, есть политический заказ, честно говоря, не представляю. Для них это будет очень сложная задачка. Ну, есть же письменные показания, которые были получены в ходе следствия.
А там есть эти обвинения. В письменных показаниях В письменных показаниях свидетелей также, прямо скажем, не содержится каких-то четких указаний на виновность Мустафы Джемилева. Складывается ощущение, что фабрикация этого уголовного дела происходила совершенно очевидно не надлежащим образом. То есть фактически складывается впечатление, что следствие предполагало, что это дело никогда никуда не пойдет, поэтому и нет необходимости напрягаться и каким-то образом формировать доказательственную базу. А что это попытка сохранить лицо при плохой игре? Зачем его... Нет, это просто показывает, в принципе, общий уровень работы следствия, в том числе по такого рода политическим делам, понимание, что приговор все равно так или иначе суд будет выносить, а как именно этот приговор будет выносить суд, честно говоря, следствие не интересует. Вы ведете еще одно дело, дело Ленура Ислямова, вице-президента Всемирного конгресса крымских татар. Какие новости с того процесса? Ну, что касается дела Ленура Ислямова, то сейчас дело находится на завершающей стадии судебного следствия. Фактически и сторона обвинения представила доказательства, мы находимся в стадии дополнений. Следующее судебное заседание назначено на 26 ноября. Суд предупредил... К сожалению, прервалась связь с Николаем Полозовым. Мы с ним говорили о двух судебных, так называемых судебных процессах, политических процессах против лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева и вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова. Сегодня состоялось так называемое заседание суда в оккупационном суде Армянска, где допрашивали свидетели. Свидетели обвинения — это сотрудница аэропорта Шереметьево из погранслужбы и еще один пограничник, который в 2014 году якобы встречали Мустафу Джемилева в московском аэропорту и якобы объявили ему о том, что ему запрещен въезд в Россию. И вот даже из этих показаний, которые огласил Николай Полозов, было ясно, что это не было сделано, что они сами даже не знали, что есть граница российская между Крымом и Херсонской областью. И также разваливаются дела благодаря тем же свидетелям обвинения, которые не подтверждают никакой вины Мустафы Джемилева. А сейчас с нами на связи Эскендер Бариев, член Меджлиса и руководитель Крымско-татарского ресурсного центра. И будем говорить мы с ним о таком вот деле. В ОБСЕ обсудили религиозную дискриминацию в Крыму. В дополнительном совещании по человеческому измерению на тему свободы религии или убеждений приняли участие правозащитные организации со всего мира. Это Академия европейского права, Американская ассоциация юристов, Конференция европейских церквей, Крымская правозащитная группа, Крымско-татарский ресурсный центр, который представляет Эскендер Бариев, Европейскую гуманистическая федерация, ну и многие-многие другие из Европы и США. Хотим, Эскендер Ага, узнать у вас подробности, о чем говорили. Ну, на самом деле это было дополнительное совещание, то, о чем вы сказали. Оно обычно проводится, обычно проводится БДИЧ, дополнительно проводятся тематические совещания дополнительные. И это совещание действительно было посвящено именно свободе религии и в том числе роль общественности в этих вопросах. И также было связано это с вопросами, скажем, использования современных технологий, электронных технологий. И поэтому здесь непосредственно я выступал по двум темам. В первом своем выступлении, это в первый день, я выступал и говорил о последних событиях, которые были в Крыму. Это в связи с приговором, вернее, в отношении крымских политзаключенных. В частности, мы говорим о красногвардейцах. Что-то сегодня у нас со связью не ладится. Эскендер Бариев, я надеюсь,
вернется к нам эфир, мы продолжим разговаривать на эту тему, потому что и поговорить есть о чем. В последнее время все больше и больше приходит информации из оккупированного Крыма о преследовании именно по религиозному признаку. Так, административным штрафам подвергаются имамы мечетей, которые не хотят сотрудничать с оккупационным думком. Дум, в свою очередь, пишет доносы на этих имамов, оккупанты реагируют, приходят с постановлениями, штрафуют на десятки тысяч рублей. Мне подсказывают режиссеры, что Искандер Бариев снова с нами. Искандер ага. Да, я снова с вами. Здесь, я так понимаю, просто звонки перебивают. Я хотел сказать о том, что в первый день я как раз выступил о том и показал, проинформировал о последних событиях, связанных с приговорами. Я в своем выступлении сделал основные акценты. Акценты на то, что оккупационная власть и российские суды применяют, злоупотребляют своим законодательством с целью привлечения или дальнейших репрессий в отношении крымско-татарского народа и, в частности, по религиозному принципу. И обозначил, что в этих приговорах последних мы видим ужесточение, когда 2 года тюрьмы плюс условно там 11 лет колонии или 15 лет колонии дополнительно. Кроме того, я сказал о том, что это нарушает, во-первых, 4-ю Женевскую конвенцию, что на территории оккупированного Крыма должно распространяться все-таки украинское законодательство и про тех тенденциях, которые непосредственно есть. Ну и, соответственно, призвал международное сообщество и страны-члены ОБСЕ все-таки применять в том числе и персональные санкции в отношении тех людей, которые принимают преступные решения. На второй день речь была о том, обсуждались вопросы, как применяются или используются цифровые способы или цифровые технологии. Там, конечно, были разные выступления. Были выступления, направленные на то, как используют определенные религиозные группы цифровые технологии, но в том числе и было, как злоупотребляют, скажем, силовые структуры или репрессивные органы в цифровые технологии в отношении людей и нарушают их право на свободу религии. В своем выступлении я обозначил, что в Крыму оккупационная власть использует цифровые технологии. Во-первых, проводят прослушку, то есть не только тех разговоров, которые происходят в мечетях, но и в том числе и в домах. И мы видели из определенных кейсов, когда практически ФСБ и обвинение ссылалось на эту так называемую прослушку. А сама прослушка — это нарушение права не только на свободу религии, но и на свободу личной жизни. И я на это обращал внимание. Кроме того, я говорил о том, что часто оккупационная власть снимает, делает видеосъемки, фотографии тех людей, мирных людей, которые приходят к судам, и, соответственно, в отношении них потом проводят репрессии. Также я обозначил эту проблему, что оккупационная власть, ссылаясь на 2 закона Российской Федерации, дополнение к законам, вернее, 734 и 735, это к Уголовному кодексу и административному Российской Федерации, таким образом заставляют провайдеров накапливать информацию для того, чтобы проводить контроль той информации, которая есть в социальных сетях. И таким образом пытается полностью контролировать то, как человек, скажем, пользуется социальными сетями, какие есть мысли. Также я обозначил следующую проблему — это то, что во время судов оккупанты используют под скрытым, скажем, или измененным голосом так называемые свидетельства тайных свидетелей. Дело в том, что это также злоупотребление, это неправомерные суды, и таким образом даже сторона защиты или адвокаты, им сложно выстроить определенную, скажем, стратегию защиты, потому что практически этим злоупотребляет оккупационная власть, и практически по отношению всех наших политузников применяется такая схема. Поэтому здесь очень важно было обозначить эти проблемы.
Кроме того, я считаю, что были определенные процессы. Российская Федерация, конечно, со своей стороны пыталась преподнести там и выступления представителей религиозных общин. Да, расскажите, и пожалуйста, показать, вот есть информация о том, что там были попытки выступления коллаборантов, представителей оккупационного муфтията. Как это было? Дали ли им слово? Расскажите. Да, дело в том, что на пленарном заседании, во всяком случае, я не слышал, чтобы выступали представители оккупационной власти, но они смогли провести сайд-ивент, то есть это параллельное мероприятие, которое официально проходит в рамках дополнительного совещания. Я, кстати, скажу о том, что здесь, я не знаю по каким причинам, то ли произошло лобби, скажем, российской стороны, что я знаю, что подавались ряд организаций для проведения сайд-ивента на тему преследования по религиозным признакам в рамках данного дополнительного совещания, в том числе подавал татарский ресурсный центр. Но мы увидели, что данный сайд-ивент проводили именно представители оккупационной власти. Они там понятно, что были определенные заготовки, выступали те же самые, скажем, уже, я бы сказал так, дежурные спикеры. Это Мусаев, это Гричина, это Баиров. И, конечно же, они пытались рассказать, что в Крыму все хорошо, что никого не преследуют, что есть угроза там Хизбут Тахрир и так далее. Поэтому, опять же, обозначу, то, что мы старались участвовать в пленарном заседании, во всяком случае, мной не было замечено, что они выступали на пленарном заседании, но на самом деле на сайд-ивенте также принимают участие эксперты, представительства или миссии государственных ОБСЕ. И понятно, что вот данная практика, она должна осуждаться на международном уровне, она должна осуждаться Министерством иностранных дел Украины. Если помните, когда проводилось последнее дополнительное совещание, и под видом общественной организации выступал Мурадов, и мы тогда делали заявление. Давайте объясним нашим зрителям, кто это. Мурадов — это представитель представитель так называемой Республики Крым при президенте Украины, и он же вице-премьер так называемой Республики Крым. То есть мы при президенте России. России, да, при президенте России. Я Украине сказал, да? Просто у нас сейчас встреча была. И, соответственно, здесь мы видим другие тенденции, что оккупанты пытаются максимально использовать ситуацию с коронавирусом, с карантином, с пандемией. Оккупанты пытаются использовать как раз-таки сами же вот эти информационные технологии, потому что если бы БДИЧ проходил или дополнительное совещание проходило бы, как обычно, в Польше или в Австрии, то я уверен, что просто этим людям не дали бы визы, чтобы они посетили непосредственно данное международное мероприятие. Вы сказали, что они используют как-то гуманитарную катастрофу, связанную с коронавирусом. Что вы имеете в виду? В данном случае в связи с коронавирусом, в связи с пандемией, данные совещания происходят в электронном формате, то есть в формате Zoom. И поэтому здесь, конечно же, когда регистрируют от организации, то, скажем, организаторам очень тяжело идентифицировать, скажем, те организации, которые имеют прямое отношение к оккупированным территориям. И поэтому вот таким образом мы видим, когда появляются непосредственно коллаборанты или, скажем, приспешники российской власти и, соответственно, пытаются на международных площадках дать ту информацию, которая не необходима, скажем так, оккупационной российской власти. Кроме того, еще один момент я хочу выделить, что участники даже больше начали переходить от основной теме к теме так называемого водного геноцида, как они начали позиционировать. Таким образом, пытаясь обвинить Украину якобы в перекрытии подачи воды по Северо-Крымскому каналу. Но при всем том мы здесь
Спикер, так называемый спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в очередной раз заявил, что им не нужна вода из Северо-Крымского канала по двум причинам. Во-первых, сам канал уже в таком изношенном состоянии, что будут огромные потери. А во-вторых, он опять заявил, что мы можем эту воду отравить и все свалить на них. Зачем им опять эту тему поднимать? Ведь мы же Я думаю, в можем первую очередь, отравить тем, их. кто жил в Крыму, прекрасно понимает, кто такой Константинов и его заявления. То есть его заявления, они никогда не несли какой-то серьезной нагрузки, я бы сказал Смысла. так. И поэтому, учитывая те разные процессы, которые сегодня происходят в Крыму, а в Крыму действительно есть проблема с водой, с питьевой. Но, кстати, Крымско-Татарский ресурсный центр совсем недавно направил отчет спецдокладчику по правам человека и окружающей среды с обоснованием того, что как с помощью информации по наземной, так и по космического анализа, я бы сказал бы так, где мы четко обосновываем, что воды, что это целенаправленная политика оккупантов, что если бы была бы рациональный был бы подход и рациональное использование питьевой воды, то воды действительно бы хватало бы в Крыму, но оккупанты пытаются через международные организации принудить Украину подать техническую, повторю, техническую днепровскую воду для их промышленной деятельности, военной деятельности и, соответственно, для того, чтобы продолжать удерживать Крым в оккупации. Кроме водной проблемы, сейчас Крым захлестнула еще проблема эпидемии коронавируса. Только если верить сводкам оккупантам, только за сегодня 6 пациентов скончались в оккупированном Крыму. Общее количество умерших с начала пандемии там уже 194 человека. Отдельная статистика по оккупированному Севастополю. Там за сутки 4 человека умерло и 87 смертей с начала пандемии. Кроме этого, приходит информация о том, что из-за высокой заболеваемости больницы переполнены. Скорая приезжает на вызовы через несколько часов, то бывает и через 15. А больные, в том числе в тяжелом состоянии, оказались без медицинской помощи и доступа к лекарствам. И, как говорят наши правозащитники, оккупанты таки скрывают полную информацию о смертности. Умерших хоронят тайно. Были случаи, когда просто путали тела и выдавали людям не их близких. Буквально позавчера появилась информация о том, что уже 15 человек за сутки погибло. Это только в одном Крыму, в относительно небольшом регионе. Правда, оккупанты пытались это все объяснить какими-то бюрократическими процедурами, якобы не всегда умерший человек получает этот диагноз, его нужно подтвердить, провести гистологические экспертизы, и якобы эти 15 это за октябрь и начало ноября, но тем не менее цифры поражают. В этой ситуации нам нужно как-то вмешиваться и оказывать помощь крымчанам, которые оказались заложниками оккупации, не могут получить ни доступа ни к медицинским услугам, ни к лекарствам. Однозначно. Я считаю, что действительно ту картину, которую вы описали, она действительно сложная. И из наблюдений, которые дают нам, только 7-й городской больнице, которая состоит из 7 этажей, практически ежедневно вывозят с каждого этажа примерно по 2-3 трупа. То есть это говорит о том, что масштабность намного выше, чем показывает оккупант. Другой вопрос, что сделать и как реагировать на это. Я считаю, что, во-первых, было недавно заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Резника, который заявил о том, что необходимо разворачивать госпиталь, необходимо направлять туда гуманитарную помощь. Я считаю, что подобное заявление, оно важно, потому что, во-первых, там граждане Украины, это наши граждане, мы должны сделать все, чтобы обеспечить или предоставить такую возможность для получения квалифицированного лечения, получения лекарственных средств качественных и, соответственно, лечения наших соотечественников. Но я считаю, что на начальном этапе для того, чтобы международному сообществу это все понятно, необходимо разработать план гуманитарного реагирования, который понятен профильным ООНовским организациям, которые как раз-таки оказывают в этом плане помощь. Во-вторых,
Когда мы говорим о гуманитарной помощи, то не нужно обольщаться. Я не думаю, что оккупационная власть пропустит гуманитарную помощь непосредственно в Крым. Поэтому разворачивание госпиталей и помощи гуманитарной в виде лекарственных средств можно организовать и, возможно, нужно организовывать на приграничной территории. Потому что как раз-таки те люди, которые захотят получить адекватное лечение, они могут пересечь все-таки границу и находиться на протяжении нескольких недель для того, чтобы получить полностью лечение, а потом вернуться. Но я сильно сомневаюсь, что в нашей ситуации, когда у нас уже вводят карантин выходного дня, когда уже 11 тысяч в сутки, и эта цифра наверняка будет расти, больницы наши тоже переполнены, что это реально организовать еще больницы, разбить койко-места на границе, на админграницком. Да, Роман. Смотрите, здесь, когда мы говорим о ситуации в Украине в целом, то здесь, конечно же, прерогатива Министерства здравоохранения Украины и органов местного самоуправления. Когда мы говорим о гуманитарной катастрофе и о необходимости оказания помощи, то мы уже расширяем сферу и, соответственно, расширяем круг тех организаций, которые могли бы оказывать помощь. Поэтому и Меджлис крымско-татарского народа, и Всемирный конгресс крымских татар сделали заявление и обращение в международные организации, такие как ОБСЕ, ООНовские организации, и, соответственно, обратились к диаспорам для того, чтобы начать сбор финансовых средств и непосредственно, скажем, лекарств. Но лекарства перевести будет невозможно. Кроме того, я считаю, что нам нужно обратить на 4 основных направления. Первое — это усилить самоорганизацию населения в этом вопросе, для того, чтобы в тех местах, где живут наши соотечественники, все равно есть медики, которых обеспечить, может быть, какое-то дополнительным вознаграждением и непосредственно там медицинскими там, палатами и так далее, чтобы они могли на дому оказывать медицинскую помощь. Там, давайте и так далее. по самоорганизацию крымчан мы поговорим. Сейчас к нашему разговору подключится Ленура Энгулатова, юрист. Она опубликовала пост, который... Вот сейчас я попрошу прокомментировать. Только за сегодня в морг 7-й горбольницы определили 30 умерших. Завтра в одном только микрорайоне Акмече Симферополя состоится 14 дженазе похорон. Ленура, добрый вечер. Да, добрый вечер. 14 в день, учитывая традиции ислама, когда нужно похоронить до захода солнца, значит, это люди, которые фактически в этот же день и умерли, и это диагноз коронавирус. Что это значит? О каких масштабах болезни можно говорить? Да, такая новейшая информация поступила, что сутки в морг одной только 7-й горбольницы за 30 умерших, и кто живет в Чите, сказали, что да, действительно 14 дженазе, похороны должны будут состояться. К этим 30 можно прибавить еще 13-15 человек, которые покинули этот мир буквально вот за ночь, к сегодняшнему утру. Ситуация такая, конечно, у нас патовая в Крыму. Не хватает у нас врачей, не хватает у нас, потому что врачи тоже люди, тоже болеют. И вот мы, как волонтеры, участвуем в том, чтобы помочь как-то людям хотя бы самоорганизоваться, получить какие-то необходимые медикаменты. Буквально в одной только группе поступает по 1000 сообщений в день. Это 2000 в сутки, можно сказать, где можно приобрести те или иные препараты. Они достаточно дорогостоящие, их практически поступают в Крым с перебоем, и люди стараются приобретать препараты иностранного производства, не российские, потому что они немножечко слабее. Вот с этим мы сегодня сталкиваемся. Была замечательная волонтерская инициатива, когда собрали данные медсестер, которые переболели с ковидом, имеют антитела и могли выезжать по вызову, кому-то ставить по назначению врача капельницы, уколы. Но «Форпост» — это издание севастопольское, очень грязную, очень нехорошую статью написали о том, что вот такая вот волонтерская инициатива пытается наживать на людях. Конечно же, ее свернули. Поэтому ситуацию, чтобы помогать как-то иным способом,
кроме как медицинской помощи, которая оказывается непосредственно в учреждениях медицинских, мы можем исключительно только вот предоставлением этих препаратов, закупкой и распространением по Крыму, особенно в отдаленной местности. На какую помощь вы бы хотели рассчитывать от украинских властей? Наверное, украинские власти должны будут как-то общаться непосредственно с крымскими властями. И уже, конечно, это в первую очередь это человеческий фактор. Как я уже говорила, врачи тоже болеют. И, к сожалению, бывает так, что болеют целые филиалы, целые ФАПы, целые отделения, когда элементарно просто вызвать на дом врача невозможно, потому что врачи все болеют. Отсутствие вот медицинского персонала, который может вот взять и перехватить, допустим, ну, вот, инициативу, вот это у нас есть, к сожалению. Да, есть перебои с лекарствами. Кто-то пытается завести достаточно очень сильные препараты через украинскую границу, и мы знаем, слышали и непосредственно с этим сталкивались, когда составлялись административные протоколы и изымались эти препараты. Возможно, на этом уровне тоже стоит договариваться и как-то помогать все-таки друг другу. Спасибо вам большое за то, что были с нами и рассказали о том, что происходит в оккупированном Крыму в связи с пандемией коронавируса. Я попрошу Искандера Бариева прокомментировать предложение Ленуры Ингулатовой о том, как можно помочь. Ну, понятное дело, что никакой речи о переговорах с оккупационными властями идти не может. А вот буквально вчера в эфире Эдем Дудаков предположил, что это можно делать через третьи страны, в том числе и через Турцию. Как вы такой вариант не рассматриваете? Ну, смотрите, мы на самом деле обсуждали этот вопрос однозначно. Не может быть переговоров между официальной Украиной с оккупационными властями. Поэтому я и говорю о том, что здесь могут быть только, скажем, учитывая гуманитарный план в соответствии, опять же, с международным правом, здесь можно находить какие-то механизмы, но это достаточно сложный процесс, над которым нужно системно работать. А что касается третьих лиц или третьих стран, понятно, что здесь тоже есть определенные моменты, когда напрямую через Украину очень сложно будет провести, значит, нужно искать другие направления. И в том числе эти вопросы обговариваются на уровне Всемирного конгресса консультантов. Я думаю, что, опять же, я начал говорить о самоорганизации, как нужно предпринимать какие действия. Дело в том, что я первое хочу обратить внимание, что я начал об этом говорить. Нужно, конечно же, максимально, и это в принципе возможно, поощрять и поддерживать тех медработников, которые в местах проживания могут оказывать помощь своим соседям. Это первое. Второе, что касается информации. Вторая проблема — это информационная. Все-таки нужно больше работать с населением о том, чтобы соблюдали вот эти превентивные меры, санитарные нормы. Потому что вся проблема в том, что люди не соблюдают определенных вот этих норм. А третье направление, конечно же, мы знаем о том, что в Крыму сам протокол лечения очень неудачный, потому что назначают огромные большие дозы антибиотиков сильных, назначают непосредственно большие дозы гормональных препаратов. И мы очень обеспокоены, как это будет влиять на будущее поколение, потому что, особенно если молодежь будет принимать такую дозировку, то это может отразиться на будущем. Потому что, насколько мы знаем, даже те протоколы, которые находятся в Москве или в Петербурге, они уже отличаются. Украинские протоколы, они заключаются в том, что в первую очередь нужно заниматься витаминотерапией, назначать противовирусные препараты и не в больших дозах антибиотики. Вот в этом плане мы сейчас обсуждаем вопрос, чтобы, может быть, делать онлайн такие, скажем, вот сейчас мы работаем с крымским медперсоналом, который находится на материковой части Украины. Я скажу, что достаточно большое количество преподавателей медуниверситета сегодня находится непосредственно на материковой части Украины, чтобы проводить такие консультации, чтобы наши соотечественники могли обращаться, возможно, даже по горячей линии. Благодарю вас, к сожалению, наше время в эфире уже подошло к концу. Я надеюсь, что мы сможем еще в ближайших эфирах продолжить этот разговор, потому что он очень важен. И я думаю,
что интересно бы крымчанам узнать, какую помощь мы можем оказать нашим гражданам. Я благодарю вас за участие в эфире. Это была программа «Бугунь». Меня зовут Роман Спиридонов. А буквально через несколько минут наш эфир продолжит программа «Прайм» с Гульсум Халиловой. Не переключайте.